Готова наша жареная картошечка с чесночком. Вкусно. Аромат идет. Ой, не передать вам. И с соленьями открыли салатик СТ. С салатиком сейчас картошечки. Людечки, А потом все на резекцию. смотрите, какой торт. Людечки, посмотрите, какой торт у нас. Вы только посмотрите, людечки. Кто это дал? Я пока работаю, меня не перебивайте. Девочки, для жителей Веденского района, я знаю, вы многие меня смотрите, значит, эти торты делает моя соседка, очень хорошая женщина. Керемер гумдович дикзудью, инзаре чего дикзудаю, а Анжелица в школе Богбещу изут. Она живет на нашей улице. Вот, если кого будет интересовать, пишите, я всегда дам номер телефона, либо я спрошу, как с ней связаться, еще, может, у нее, по-моему, даже Инстаграм есть. Значит, женщина печет, это средние, такие есть и большие, разные торты на заказ. Мам, как правильно, торт или торты? Потому что по-разному, я слышала, говорят. Торты, да. Девочки, ну тортик просто аппетитный, такой чисто домашний. Она готовит из хороших продуктов. Если это масло, оно самое лучшее. Если это там, не знаю, что там еще идет на коржи, все вот это вот. Масло, там, яйца домашние, чисто домашние, не покупные. Без всякого маргарина, шоколад настоящий. В общем, она делает на совесть. Вот чисто домашний торт, без всякой химии. Вот. Поэтому, девочки, кто живет в Ведено, и понятно, что с России, из Грозного за тортом никто не приедет в Ведено, а кто живет здесь в Ведено, чем покупать это все магазинное, я считаю, вот такой тортик купить, ну просто супер класс. Я очень сильно люблю эту женщину вообще по жизни, она такая хозяюшка, у нее 3 детей, скоро будет 4-й, еще она работает, и вот это и печет, и шьет, вообще. Я удивляюсь таким женщинам. Респект и уважение. Имя я ее назвать не могу. Це я Кищац. Самеришец ее из Хозниколостюна. Вот, не могу назвать ее имя. Ага. Софишка, как эту тетю зовут? Тетя Хэдди. Да, вот, ее вот так зовут. Мама не может назвать же это имя, ладно? У меня Узоловку так зовут, у нас не принято, если Узоловка имя называть. Ну, закон такой. Ма, это что? Это тортик. Мы сейчас Нет, покушаем ну, картошечку. Мы сейчас картошку покушаем. Нет, это что это? Шоколад. Шоколад, а это? Сейчас мы все. Всем, кто сейчас кушает, приятного аппетита. Заказывайте у моей соседки тортики. У нее разные, разные. И халва у нее, и торты разные. Это средний. Есть большой торт. Ну вот мне завтра в больницу. Мы решили сегодня полакомиться. Проводить меня в путь. Такой семейный ужин. А ну-ка. Ой, ты еще плохо умеешь. Нужно тренироваться, тогда хорошо сможешь. Ладно? Мусять? Где мусять? Вот, иди, бери стульчик. Сюська, давай картошку кушать. Jag glömde att injekta. Ну, а София Det är кушает. nya. В общем, попробуем тортик сейчас. Попробуем. Не хочешь, не надо. Красота. София не дадим. Все, У нее нету. девочки, всем доброго времени суток. Ну вот, немножко пришла в себя. Уже хожу я потихоньку. Уже могу ходить. Сегодня уже на перевязку ходила. Сделали мне перевязку. Сделали мне перевязку. Сегодня уже убрали эти шланги. Уже себя чувствую лучше. Но тяжеловато ходить. Все равно болит еще в боку. Здесь ремонты идут в больнице. Красят, белят. Здесь не перевязочную делали. Здесь у них краски, запах в этом отделении. Ремонт идет. Вот такие вот дела, девочки. Это вот выход во двор.
больницы. Вот в этом здании мне сделали операцию. Хорошая больница, персонал хороший. Все меня устраивает здесь. Я сейчас хотела в буфет сходить. Девочки, это буфет. Хотела чай попить здесь. Везде порядок, как видите. И такую еду приносят. Ну, больничную я имею в виду. И этот самый родственники приносят покушать. Вид во дворе, цветочки, видите, посажены красиво, мечеть, помолиться можно рабочему персоналу. В общем, девчонки, классно здесь, мне очень нравится. Вы знаете, что я люблю чистоту и порядок и очень обращаю на это внимание. Вот. Все идеально. Вот диван есть, пожалуйста. Телевизор есть. Это первая городская больница по Первомайской. В общем, я очень довольна. Доктор Иса. Ну, Иса делал, он молодой врач, он тоже учился в Астрахани. И еще старший Абдула. Они вдвоем делали операцию. Ну, в основном лечащий врач Иса, он заходит, выходит, проверяет, назначает, беспокоится, чтоб я покушала, чтоб я ходила. Очень сильно меня ругает, чтоб я ходила побольше. Ну, девочки, в пятницу он сказал, меня выпишут, но еще швы снимать, вот эти шланги полностью доставать не будут. А в понедельник тогда я приеду, и меня уже все освободят от всего этого. И уже дома продлят больничный, то есть еще я дома буду лечиться, потому что еще много надо лечения. Это стол для сотрудников, да, для медперсонала. Ну, молодцы, везде порядочек, классно, мне очень нравится. Дома, правда, говорят, дома и стены лечат. Совершенно верно. Присяду я на диванчик. Здесь мне более удобно, то на стуле как-то. Хороший такой диванчик, удобный. Везде чистенько, чистота везде идеальна. Ой, мне кажется, за что сильно я полюбила Чечню и чеченцев, это в первую очередь за чистоту ихнюю, за порядок везде, за то, что просто стерильно везде, везде стерильно до тошноты. Ой, я очень уважаю этих людей, Аллах свидетель. Да, тяжело, у меня боку еще болит, но ходить надо, я хожу, и довольно-таки далеко я пришла. Эта столовая находится вообще в конце этого отделения. Отделение большое. Вот, девочки, значит так, меня в пятницу выписывают. Но, я же говорю, дома буду продолжать лечение еще в течение 2 недель. У меня большая слабость. Я даже сейчас, думаю, просто вам запишу. Хотя у меня большая слабость. Мне тяжело еще очень ходить.
я и задыхаюсь. И. Ну, давит сильно то место еще. Я очень довольна больницей. Там раздаточная. Сестра хозяйка. Здесь уборка идет. Убирает. Так на улицу хочется выйти. Прям не могу. Такой свежий воздух хороший на улице. Здесь мы делали операцию, девочки. Вот Гакаев Абдулла Умарович делал операцию. Здесь шла операция. Такие вот дела. Ну, сегодня я прям хорошо хожу и сам доволен. Что меня ругают, что я мало хожу. Ну, сегодня я хорошо хожу. Здесь тоже выход. И выход в кафе. Здесь тоже выход из больницы. Вот так выглядит с другой стороны больница. Вот. А вот рядом кафе. Прям тут же с больницы выходишь, и кафе хорошее рядом. Сюда могут приехать родные, заходить нет, только около клетки могут постоять, около решетки, и все. Вход воспрещен. Сюда приезжают родственники. Вот. Вот такая больница у нас. Красивая, чистота, осень. Так, все, иду я в свою палату. 4-я у нас палата, девочки. Вот здесь мои подружки лежали. Странно, что их уже нету. Я даже не видела, как их выписывали. Как раз я после наркоза была, наверное. Прям 3 были перед операцией. Я с ними подружилась. На той кровати лежала моя подписчица. И этих подписала на себя. Странно уехали я даже. Но они заходили периодически. Может, они не заходили прощаться. Может, я не помню. Я же говорю, в таком состоянии была, что... Могу не помнить. Тоже такая 3-местная палата. Хорошая. Но у нас, видите, у нас везде постели чистые, но у нас тут в Чечне все приходят со своим постелью, со своей. Все равно стелят все свое. Такой закон тут. Каждый приходит со своим новым комплектом, чтобы он был чистенький. Ну, вот так вот. Ой, девочки, находилась я уже. Пойду я к себе в палату. Рассказала я вам более-менее. Задавайте вопросы. Уже мне легче. Но, девочки, если я не отвечаю в WhatsApp, пожалуйста, не обижайтесь. Мне очень много пишут. Я, знаете, мне в основном колят все время обезболивающее, потому что боли еще сильные. Я всегда сплю, лежу, мне хочется покоя. Я когда уже выйду, когда уже мне станет легче, я вам всем отвечу, хорошие мои. Не обижайтесь, правда, не до этого. Все пишут, спасибо большое, переживают, подарки шлют, деньги шлют на карточку. Кто 500, кто 1000, даже 5 отправили. И на выход с больницы тоже будут подарки. Я очень благодарна, Аллах свидетель. Даже просто до слез приятно, но просто пока очень тяжело мне. Моя кровать. Ой. Нормально. Человеческое отношение должно быть. Из характера